Позвольте мне с чувством сыновей любви и благодарности поприветствовать вас в нашем храме. Еще раз хочу сказать, поблагодарить за то, что вы нашли время и возможность оставить стольный наш град Ижевск, и приехать сюда, в эту маленькую Шурбодию, для того, чтобы всех нас благословить своим архипасторским благословением и возглавить столь чудную божественную литургию. Это всегда огромное счастье быть, находиться и молиться под вашим святым амофором. Люди, селяне, не часто имеют такую возможность, и сегодня, дорогой владыка, мы с искренней благодарностью рады, то, что мы сегодня вместе с вами молимся. Дорогой владыка, мы знаем, что у вас сегодня особый день, сегодня день Тезаименинства, день вашего небесного покровителя. И в этот чудный день мы хотим, я от себя лично, от всех присутствующих, хотим вас поздравить с этим великим днем вашей жизни. И действительно, чтобы Господь по молитвам святителя Николая хранил и берег вас, благословил вас здравием, дал вам сил для того, чтобы нести этот всетрудный и тяжелый архипасторский крест. Только Богу и вам ведомо те труды и те усилия, те бессонные ночи и те переживания, которые, дорогой владыка, вы несете за нашу паству и за нашу родную Ижевскую Удмуртскую епархию. Храни вас Господь, мы молимся о вас. И пусть Господь благословит вас благим, долгим летом. Большое вам спасибо, батюшка. Я очень вам благодарен за добрые слова. Примите сердце. Жал и ощущаю и чувствую всегда поддержку и благословение святителя и чудотворца Николая. Искренняя благодарность за ваши святительские молитвы, за ваши труды. И вот вам вспоможение Матери Божией по той причине, что мы все знаем, какая она любвеобильная, как она сострадательная и какая она вспомогательная. И вот я бы хотел, мы все знаем, что она даже на мытарствах нам помогает проходить наследие Царства Небесного. И там, кто из нас раньше удостоится этой участи, потом своими молитвами помогать всем тем, которые вас любили, почитали и выносят именно благодарность. Господи Боже, сердце моего, пошли благодать, Духа, наполни сердце мое любовью, благодатью, молитвами Пречистой Своей Матери и от Духа Твоего Святого и молитвами святителя Николая дашь мне Был в Иерусалиме, вот, отсюда было это невозможно, а оттуда я ездил на Святой Афон с Иерусалима. И в те годы, это было 70-е годы, и в те годы там такой жил старец, почитаемый у нас в Пантелеймоновом монастыре, русский Пантелеймонов монастырь. Это самый большой монастырь на Афоне. На Афоне 20 монастырей. Но до революции в нашем этом монастыре было 8000 монахов. Это такой был пример, особенно это православная страна Греция. Там есть из этих 20 монастырей большинство греческие. И вот самый это был действительно вот монастырь, который до сегодняшнего дня, правда, что сейчас тоже там около
стар человек монахом. Но вот в те годы это был самый крупный населенный русский монастырь, 8000 монахов. И в 70-е годы жил там такой старец, он русский, но он так почитаемый, он больше 80 лет прожил в монастыре Пантелеймона. Он там был так почитаемый, вот. И я тоже удостоился к этому старцу подходить. Вот. Очень скромный, мало говорил. Вот. Я ему что говорил, а он только благодарил: спаси Господи, помолитесь, помолитесь. Вот. Я говорю: батюшка, и мы молимся, и многие молятся за вас. А вот спаси Господи, я вашими молитвами, как палочками подпираюсь, и вот живу и тружусь. Я это запомнил на всю жизнь. Я вашими молитвами, как палочками подпираюсь. Вот так и вот я тоже благодарю, батюшка, за добрые слова, вот, особенно за молитвы. Я благодарю за молитвы и прошу святых молитв. И я действительно вашими молитвами живу и движу.